2016 год для нерюнгринских медиков начался со скандала, когда работники районной больницы пытались выяснить, почему уже больше года им не додают зарплату. Было написано несколько писем в различные ведомства, в том числе и в Министерство здравоохранения Якутии. Это и явилось одним из поводов для визита в Нерюнгринский район заместителя министра здравоохранения республики. Подробности в следующем материале. В 2013 году Министерством здравоохранения было направлено высвободившихся 630 миллионов рублей на повышение заработной платы медицинским работникам по всей республике. При этом в Нерюнгринском районе почему-то решили, что это премия. Внимание по дорожной карте. Возникает вопрос. Если показатели в 2015 году упали, а в 2014 они были больше, почему тогда в 2014 году у нас ничего не было, никаких выплат? Вот только абсурдность ситуации заключена в том, что так называемая дорожная карта вовсе не финансовый документ. Ее цель в повышении качества медицинской помощи, эффективности деятельности медицинских организаций и их работников и выполнении плана. От этого самого выполнения плана как раз и зависит размер заработной платы персонала. Дорожная карта – это план мероприятий, там установлены определенные индикаторы, в нем в этом плане не заложены деньги. Деньги у нас предусмотрены для тех учреждений, которые работают в бюджете, в государственном бюджете Республики Саха-Якутия, а для УМСных специальностей в бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования. Помимо животрепещущего вопроса зарплаты, на повестке дня второй по значимости стала тема реорганизации 3 нерюнгринских диспансеров – психиатрического, наркологического и венерологического. Речь идет о переименовании диспансеров в отделения и в кабинеты. При этом штатная численность не сокращается, заработная плата у работников остается той же, никакие льготы, доплаты они не теряют. И более того, в 2 диспансерах остаются те же самые койки, и больные также будут лечиться там. А вот в кожевом диспансере, мы сокращаем часть круглосуточных коек и увеличиваем число коек дневного пребывания. Где это возможно, круглосуточный диспансер будет переведен на дневной стационар. Самые большие изменения коснутся венерологического кожного диспансера. Однако они не будут иметь значимой роли для пациентов. Все эти мероприятия направлены на оптимизацию системы здравоохранения. Подобные слияния происходят во многих районах не только Якутии, но и России. Конечной целью по проведению всех мероприятий является единая служба здравоохранения в Нерюнгри, а система отдельных государств в государстве будет упразднена. Галина Якимчак, Надежда Акимова, Вадим Барашков, Семен Амосов, НВК Саха, Нерюнгри.